Женщина выполняет ключевую роль в развитии всего общества. Однако, кроме этого, она несет ответственность за сохранение и обогащение своей культуры. В истории крымских татар очень много имен женщин, которые отличались своим высоким социальным положением и влиянием на государственные дела. Во времена Крымского ханства такими женщинами были жены ханов – Джанике ханым, Диляра Бекеч, Нур-Султан ханым. Начало 20 века обозначилось появлением целой плеяды деятельных женщин. Среди делегатов первого Курултая были Шефика Гаспринская, Анифе Баданинская, Хатиджа Авджи, Ильхами Тохтар. При этом дочь Исмаила Гаспринского Шефика ханым издавала первый крымско-татарский женский журнал «Алем и Нисван». Во времена Великой Отечественной войны женщины крымские татарки мужественно сражались против фашистов в партизанских отрядах, уходили в подполье. Мы гордимся героем России Алиме Абдынановой, а также подпольницами Найме Велиевой, Хатидже Чапчакчи, Абиби Асановой, Гульзаде Сафу и многими другими именами наших мужественных соотечественниц. В годы ссылки наши женщины сыграли ключевую роль в сохранении родного языка, традиций и обычаев народа. В развернувшемся национальном движении наряду с мужчинами активное участие принимали и Айше Ситмуратова, Сабре Сиутова, Тамара Кантуганская, Фатма Язычи, Сыдиха Джемилева и многие другие. Крымско-татарские женщины сумели не только преодолеть все тяготы возвращения на родину, справлялись и справляются с неотъемлемыми домашними функциями, но и упорно работают в целях самоусовершенствования и профессионального развития. В современном Крыму крымско-татарские женщины наряду с мужчинами активно участвуют в государственном строительстве. Они представлены практически во всех отраслях экономики, науки, спорте и искусстве.